Болезни, связанные с нарушениями памяти, молодеют. Их диагностируют уже с 50. Поэтому так важно обратить на это внимание в первую очередь самих пенсионеров, для которых забывчивость, возможно, кажется нормой возраста. Во время акции «Хорошая память. Активное долголетие» все желающие смогли пройти специальные тесты. Небольшие тесты, которые, в принципе, можно провести, буквально занимает это 10-15 минут. Человек отвечает на ряд вопросов, выполняет ряд заданий, и мы, соответственно, суммируем всю эту информацию и предварительно можем прямо здесь и сейчас сказать, есть ли у него нарушение памяти, требует ли это обращение к врачу, или человек может продолжать спокойно жить повседневной жизнью. Образ жизни и отношение к себе и собственному здоровью – основной фактор, который может погубить или подарить мозгу долголетие. Отказ от курения, минимальное употребление алкоголя, физическая активность и обязательно новизна, говорят эксперты. Менять обстановку, маршруты прогулок, минимум, например, пойти сегодня не в ближайший магазин, а подальше, проверить домашние задания у внуков, то есть активно нагружать мозг и не ставить на себе крест. Такая жизненная позиция помогает даже тем, у кого уже появились проблемы. Летом рыбалка, ягоды, грибы. Как-то вот так. Зимой спортзал. А больше пока как. И плюс еще на лечение езжу по санаториям. Стараемся как-то двигаться. Жить-то хочется, внуки маленькие. Надо помогать. Конечно, врачи рекомендуют не убегать от проблем, а своевременно их выявлять, поэтому организовали и выездной центр здоровья. Здесь можно быстро пройти ЭКГ, сдать кровь на сахар, холестерин, получить консультацию терапевта, продегустировать здоровое питание. Акции, да, безусловно, то есть народ приходит. В плановом режиме у нас на базе физкультурного диспансера действуют школы здоровья. И в рамках этих школ можно получить консультацию по вопросам. Приглашенные из Санкт-Петербурга эксперты Ирина Милюхина с лекцией, посвященной проблемам памяти, встретится и с нашими врачами. Речь пойдет о распространении слабоумия. В мире таких людей сегодня 40 миллионов. Россия по количеству таких больных на 9-м месте. Мы стоим не на 1-м месте. Впереди нас стоят страны, которые гораздо меньше по площади. Франция, Бельгия. Но здесь большинство специалистов, они на эти цифры смотрят скептически. Потому что не может быть такая большая страна, да, и вдруг цифры проблем с памятью, как условно во Франции. Скорее всего, просто мы не всегда умеем правильно диагностировать. Поэтому как раз такие проекты для врачей очень нужны. И для врачей, и для пациентов, для того, чтобы они не думали, мне 70 лет, я не пойду к врачу, проблемы с памятью, это нормально. Для врачей, во-первых, то же самое, чтобы они не смотрели на пожилого человека, как на человека, у которого 100% будут проблемы с памятью, и даже не нужно об этом задумываться или лечить. Эксперт отметила, сегодня как никогда развивается и направление помощи родственникам, беспокоящимся о здоровье близких или тем, кто уже живет и обслуживает людей со слабоумием. Во всемирной паутине активно начали действовать площадки для общения, профессиональными советами и даже сказками для детей, обучающие, как относиться к своим бабушкам и дедушкам. Константин Куратов, Павел Фетисов, телеканал Юрган.